вот опять Якутия. Ага. У меня два вопроса. Первый, вот уже с начала 90-х годов существует АХКОР, который объединяет вот крестьянские фермерские хозяйства России. Вот как у вас отношения с этим объединением? Первый вопрос. И второй вопрос. У меня есть блог, это усадебное хозяйство в Якутии. Я постоянно публикую там информацию о фермерах там, и так далее. И вот вы очень правильно отметили насчет агростартапов. Вот. Но, к сожалению, в последние годы ежегодно финансирование вот этой программы сокращается. Вот как будет в следующем году? Это второй вопрос. Речь про агростартап в Якутии? Нет, в Якутии и в целом в России. Не, смотрите, какая история. Давайте сейчас не путать понятия. Вот я сейчас про агростартап могу какую историю сказать. Мы часто не сталкиваемся, что в регионе говорят, что ой, нам грантов дают меньше. Мы начинаем копать, нам в регионе чиновники говорят, что нам федеральный лесхоз не дал. Мы приходим в федеральный лесхоз, говорим, почему там Якутии не дали гранты. Они говорят, у нас заявки не было от региона. Вот часто регионы не хотят с этим связываться, потому что гранты это всегда, за грантами идет проверка счетной палаты, там, за грантами надзор особо всегда, потому что их часто пытаются украсть. И как бы чиновники пытаются всю эту тему как-то вот, ну как бы никто не пришел за грант, никого не надо. И как раз если у нас будет, например, чем нам нужна связь с регионом, соответственно, палаты регионов, с ассоциациями, чтобы когда мы понимаем, что есть потребность там 20 грантов, мы тогда можем отстоять историю, что там нет, деньги будут все-таки. И заставить после региона заявку подать. Мы часто с этим сталкиваемся. Федеральные программы не сократились по грантам. И они ни разу только росли всегда. У нас очень большой конкурс. Конкурс очень большой, и финансирование каждый год сокращается. Надо смотреть, как это по Якутии история. То есть, мы готовы посмотреть. Да, большое спасибо. Какая ситуация стоит, с лесом отработаем, сегодня посмотрим, что там реально прислал. Вот, а по Акору я передаю слово руководителю Акору Ульяновской области. Я же с 2019 года председатель ассоциации фермеров Ульяновской области. У нас она состояла. И когда появилась ассоциация народных фермеров, мы вступили туда. Денег платить не надо. Мы платим. Да, вот, за членские взносы. Проценты за лизинг и так далее. Здесь платить не надо. Я думаю, нас это не обременяет, попробуем. Иначе так же работает, когда зарегистрировалась ассоциация на нашей работе. Просто я уже сам своими глазами увидел, какое отношение там. Плохого не хочу ничего говорить, как бы, а то получится красиво, да. Поэтому я говорю, они работают, какие-то вопросы решают. И здесь идет работа, какие-то вопросы решают. Сами фермерские ассоциации выбирают с кем. Мы же также с общественной палатой Ульяновской области, с торгово-промышленной палатой Ульяновской области сотрудничаем, с Общероссийским народным фронтом, то есть с другими общественными объединениями для того, чтобы проблемы фермеров в регионе можно было решить. Потому что очень многие проблемы, которые региональные выходят на федеральный уровень, выясняется, что это нифига не федеральный уровень проблемы. Это здесь, в регионе, должна решаться. Ее нужно было и там решить, в Ульяновской области, например, не выносить в Москве там, и озвучивать, потом они говорят, блин, а как мы здесь повлияем, если вы сами должны там решить. То есть, и мы этим занимаемся довольно-таки активно. У нас ассоциация довольно-таки сильная, это Ульяновская, то есть у нас порядка 84% всех фермеров, которые действительно работают, они находятся у нас в ассоциации. То есть, это те, которые есть производство. Плюс у нас входят и другие ИО, и СПК, и другие виды собственность именно сельхозтоваропроизводителей, да, любые. И у нас, даже, можно сказать, такой клуб по интересам. И между собой очень даже нравится общаться, когда мы собираем всех вместе, делимся опытом, проводим какие-то мероприятия внутри. И такой работой я хотел заняться, чтобы ассоциация народных фермеров помогает региональным ассоциациям выстраивать именно такую работу у себя в регионе. У нас даже там региональные филиалы банков такие ассоциации входят, то есть там банк, обязательно перерабатывающее предприятие. Я думал, просто времени, когда торговая сеть там окажется, для того, чтобы большая часть проблем уже в регионе решать, не выносить, потому что часто у нас приходят проблемы, которые, прям проблема, она вообще муниципалитетная. То есть мы там даже как-то в Москве только решить, конечно, то есть для этого уже на МКО. Поэтому больше идей фирм хороших разных. В Германии работают 4 фермерских союза, и мне кажется, вот по уровню отставить своих интересов фермерских
ассоциации Германии, они впереди планеты всей. Мне кажется, там они на результат выборов даже могут повлиять очень сильно.